Здравствуйте, компания Прогресс Авто и обзор мини-экскаватора Yanmar UB251U. Собственно, к нему и приступим. Состояние гидроцилиндров очень хорошее, здесь без коррозии, без каких-либо подтеков, все сухонько достаточно. Прошприцованы соединения. Здесь также все очень чистенько, очень хорошо. По стреле сразу достаточно сильно качаю, по крайней мере, на что мне силы хватает. Не люфтит, кстати говоря, вообще практически ничего. То есть сейчас еще приподнимем, когда ковш, также попробую все это покачать, посчитать, показать вам. Но тем не менее здесь прям по люфтам, по пальцам все очень хорошо. Очень живой экскаватор в этом плане. Остальное сейчас будем проверять. Отвал, естественно, здесь у нас шире, чем гусеницы. Гусеницы металлические. Вот такой вот он к нам пришел. По лакокраске, понятное дело, то есть в Японии его здесь открасили, это видно. С этой стороны мы с вами не пройдем достаточно, потому что близко он припаркован к соседнему экскаватору. Но тем не менее. Ковш вот такой, без зубов, достаточно хорошего объема. Я думаю, что здесь 0,1 где-то куба. Обычно они меньше. Фары, в принципе, здесь все очень даже прилично. Видимо, аукционные наклейки, то есть аукционные маркеры, таможенные вот отметки по номерам кузовов, по номерам рам. Все сохранилось, как и было. Сиденье полностью новое было, из Японии, в пленочке. Все так и оставили, ничего, естественно, снимать не стали. По рычагам все стандартно. У нас здесь рычаги на ход. Газ вот так слева расположен. Здесь же он глушит, если нужно двигать. Сейчас протрем и будем, соответственно, садиться и запускать. Хотелось бы заметить, что на самом деле экскаватор пришел один из самых целых, наверное, что я, в принципе, видел из Японии. То есть очень и очень живенький. Видим чек по давлению масла. К сожалению, вот единственная проблема, то есть болтается панель, ничего с этим уже не поделать. Свечи греются налево, если нужно держать. Запуск. Холодную, конечно, не очень хочется газовать, но тем не менее чуть-чуть пришлось. По рычагам стандартные люфты, на самом деле здесь ничего критичного. Все, в принципе, вполне адекватно функционирует. Поэтому давайте потихонечку выезжать. Сейчас приподнимем наш отвал. Потихонечку выезжать и все проверять. Без каких-либо проблем все у нас здесь едет. И отлично себя чувствует. Сейчас нужно будет развернуть кабину, чтобы полностью отжаться. И самое главное, ничего, конечно же, не зацепить. Экскаватор, естественно, полноповоротный. Здесь никаких проблем с ним не имеется. В принципе, видим, что по стреле никаких вопросов. Естественно, легко отжимается. Кстати, отжимается действительно очень и очень легко. То же самое отжимание можно продемонстрировать и на отвале. Собственно, видим, что экскаватор без проблем отжался. Сейчас пройду вокруг, покажу, что гусеницы натянуты, не разбиты. Все, в принципе, здесь хорошо. По косметике, я думаю, понятно, так как экскаватор очень хорошо сохранился. Кстати говоря, на отвале также
гидроцилиндр в очень и очень приличном состоянии. Двигатель трехцилиндровый. В таком состоянии, все прекрасно. Работает очень ровненько и очень хорошо. Ну, собственно, вот есть, кстати, небольшие очаги коррозии, к сожалению. Ну, я думаю, что это абсолютно не критично, но это знать вы обязаны. Как наши клиенты, кому все-таки это важно. Крыша затянута брезентом, либо чем-то подобным, пленка. В остальном, я думаю, что здесь все прямо-таки отлично. Сейчас попробуем протестировать ход. Не могу дотянуться, к сожалению. Есть поскрипывание, но в общем и целом работа очень приличная. Все натянуто хорошо. Ролики как будто бы даже не разбиты совсем. Поэтому такой экскаватор Yanmar UB251 компании Progress Auto сейчас в наличии, с достаточно большим объемным ковшом и очень хорошей глубиной копания. Больше 2,5 метров он должен копать вообще без каких-либо затруднений. Скорее всего, ближе к 3 метрам. Поэтому приезжайте, будем рады вас видеть. Всего доброго.